Алена Нетрук.
вначале идет техника речи. Дыхание мы нарабатываем все наши мышцы. На дикции мы отрабатываем все наши звуки. На орфоэпии мы пытаемся правильно произносить все сочетания гласных и согласных. И потом начинается на основе этого исполнительское мастерство. Поскольку предметом этим мы занимались в театре, и это была театральная сценическая речь, то по ходу необходимости здесь, в училище, я эти предметы начала вести на отделении пения, на академическом пении и на народном пении. И наши упражнения несколько изменились, и изменилась наша цель. Поскольку я веду сценическую речь русского языка, то все те произведения, которые исполняются на русском языке, это в какой-то мере еще и моя работа. Сейчас мы вам покажем те упражнения, с которых мы начинаем. Но поскольку мы отработали сейчас вот концерт, то, может быть, немножко расслабились, немножко что-то будем делать не в попад, но будем стараться, да? Стайка. Такой, его называют шаманом, Кастанеда. И у него была очень большая методика по организации энергетики. Он говорил, что человек – это часть природы. И когда мы существуем в этой природе, то мы должны либо принимать эту энергетику, либо отказываться от какой-то энергетики. И вот когда мы сейчас отработали этот концерт, мы понимаем, что у нас очень много есть отрицательных каких-то эмоций. Сейчас мы их будем снимать. Упражнение это делается для того, чтобы снять все плохое, оставить чистую энергетику вокруг себя. Повторяем, да? Так. Вначале мы повторим, потому что мы можем что-то сделать не так. Раз. Приготовились и... Вот такое упражнение. Для того, чтобы организовать вокруг себя. Берем луч солнца, закрываем глаза, луч солнца, закрываем глаза, берем звук М, тихонечко, открываем, поворачиваем руки вокруг себя, разворачиваем, открываем глаза. Берем энергию от земли, от корней деревьев, поднимаем ее от ног. Еще. Спасибо. Следующее упражнение мы вам покажем те, которые мы делаем на дыхание. Мы покажем вам простые упражнения, самые элементарные, которыми можно пользоваться где угодно и когда угодно. Топор. То есть все, что начинается с образования дыхания и звука, начинается с подражания. И поэтому мы начинаем точно так же с подражания. Еще раз напоминаю, вначале идет топор, затем что? Пила, затем что? Комар, мотор, мотоцикл и звонок. Первое идет
идет у нас упражнение на выдох, на нижний выдох, для того, чтобы сбросить и на подъеме взять вдох. Приготовились. И ха, ха, ха. Пошли. Теперь мы проверяем свои серединку на Ж. Мы пилим. Допили. Все. И тут прилетает к нам комар. Мы держим звук до тех пор, пока это прилетает. Комар улетел, и мы поехали на мотоцикле. Приехали. И теперь у нас начинается, мы звоним в дверь. Откройте нам. У нас есть задача. Откройте нам. Пожалуйста. Не открываю. Еще раз. Откройте. Не открываю. Еще раз. Не открываю. 3 раза подряд. Ах, не открывают. Открыли. И там у нас выходит бабушка. Да? И мы говорим с вами на открытую челюсть, да? Рот открыли, да? Рот открыли. И ее увидели и говорим. И ахти, ахти, ахтушки, разохались бабушки. Ахти, ахти, ахтушки, разохались бабушки. А теперь мы на этом же упражнении делаем дразнилку, для того, чтобы у нас крутилось тело. Идем через правое плечо, через правое. Нет. Ахтушки, разохались бабушки. Ахти, ахти, ахтушки, разохались бабушки. Ахти, ахти, ахтушки, разохались бабушки. Ахти, ахти, ахтушки, разохались бабушки. Значит, это упражнение мы разогрели, весь свой организм. Разошлись, пошли. Спасибо. Помогите друг другу. Дальше, основа. Сюда, ближе. Лишние убрали, делали Хорошо, мягко, голова нужна. Хорошо, спасибо. Очень много упражнений на то, чтобы мышцы рта, мышцы языка и гортани, они были в тонусе. Но мы вам покажем сразу дикционные упражнения. На то, чтобы работали губы, нижняя губа, верхняя губа. Повторяем. Хорошо. Губной звук би. Вы можете вместе с нами точно так же делать. Губной звук би. Губы разлетаются не в ширину, а вертикально. Берем молоточки, вбиваем гвозди. Гвозди вбиваем для того, чтобы губы были жесткие. Пошли. И Би, бе, ба, бо, еще бу, бу, сильно. би, бе, ба, бо, бу,
тувинском языке ведь звонкий звук, он еще произносится перед гласными звуками, как придыхательный «п», да? А в русском языке перед гласными звуками звонкие звуки, они как пишутся, так и произносятся. Поэтому в тувинском будет, ну не знаю, кто ли мне слово, где есть «п». Да. А? Еще вместе. Еще. Еще. Это «б». Это «б» первое. Найдите слово, где впереди звонкое «б» с «а», чтобы показать. Так. Вот по-тувински это у нас должно звучать вот так. Пожалуйста, и Пашир. хорошее тувинское «п». Пожалуйста. Пашир. Еще. Пашир. Нету «б». Пашир. Нету «б». Пашир. Еще. Пашир. Еще. Пашир. А мы произносим по-русски башки, башки. То есть мы произносим русское произношение звука. Нижняя губа, звук В, без меня, пожалуйста, и молодцы. Водовоз, вез, воду, из-под водопровода. Пробуйте вместе с нами. Пробуйте вместе с нами. Еще раз. Последнее слово. Из-под. И опять водопровода. Из-под водопровода. Молодцы. Еще раз. Водовоз, вез, воду из-под водопровода. Из-под водопровода. Удивляемся, откуда же он ее взял, эту воду? Пожалуйста, и водовоз, еще раз. Хотите повторить? Давайте. А мы поаплодируем. Можно. То есть вначале мы говорим водовоз, вез, воду из-под водопровода. Приготовились? Можно. И водовоз, вез, воду из-под водопровода. Вот какое слово-то. Из, потому что тут идут вот, что мы делали. Вначале губы, из, П, а потом идет нижняя губа В. Из-под водопровода. А потом передняя часть языка идет на Д. Еще раз. Вместе, да? Вместе приготовились и водовоз, вез, воду из-под водопровода. А теперь возьмем быстрее. Да. Ну, быстрее возьмем водовоз, вез, воду из-под водопровода, из-под водопровода, из-под водопровода.
передняя часть языка и корень языка. Передняя часть языка – это у нас звук «д», звук «т», звук «л». Хотите проверить? Проверьте. Звонкий звук «д» вы можете проверить вот здесь. Его нет. Укол иголки. Г, 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 г. И смыкается корень языка с гортанью. Проверяем опять здесь. Г, 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 г. Голосовые связки любые. Можно и. И пошел звук. Голосовые складки молчат. Теперь мы должны проверить свои резонаторы. Разберитесь, кто за стулья, кто здесь. Наверное, проверили. Вы все можете проверить. Головной резонатор. Это называется вибрационный массаж. Звук Н пошел. Верхняя губа пошла на звуки В. Середина на звуки Ж. Звук М из-под груди до первого ребра. И спина. Молодцы. Теперь проверяем резонаторы средний, верхний, головной и нижний резонатор. Проверяем на 3 упражнениях. Полунаклон, низкий наклон и поднимается. Делаем. А потом идем. Да. Пошли. Смотрите, там головой студию укажется. Пошел полунаклон. Руки вот так вот сделать. Полунаклон. Ноги проверьте. Ноги проверьте. Ноги проверьте.
когда на ударный звук мы поднимаем голову, поворачиваем назад. Ударный звук идет, голова идет назад. Приготовились? Маланья. Маланья. Пожалуйста, вместе приготовились и Маланья, колдунья, молоко, болтала, болтала, да не выболтала. Еще раз. Маланья, доставайте. Колдунья, молоко, болтала, болтала, да не выболтала. А теперь друг другу расскажите. Высказывайте. Пошли. И Маланья, колдунья, молоко, болтала, болтала, да не выболтала. Еще? Маланья, колдунья, молоко, болтала, болтала, да не выболтала. Еще. А теперь спрашивается. Маланья, колдунья, молоко, болтала, 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 да не выболтала. Пожалуйста, спрашивайте. В принципе, мы показали вам самые, шипящие. Ну, наша болезнь – это шипящие звуки. Наша еще. В тувинском языке звуки ж, ш произносятся мягко, а в русском языке они произносятся твердо, через звук «ы». И поэтому вот для нас это идет. Так, ше у нас язык какой? Покажите мне. Ше у нас язык ложечкой. Взяли звук шепки. Да? А теперь кончик языка резко опускаем вниз, а боковушки поджимаем к верхним зубам. Алло. Я училище. Теперь у нас есть еще такая проблема, когда у нас пропадает звук «э». Звук «э». Вот у нас язык, наверное, как у пианиста, должны быть пальцы. Вот такой должен быть язык. То есть мышцы языка должны работать, ну, все. Вот если я вот своим ребятам скажу, что язык вот такой, вот они знают, что переднюю часть языка за нижними зубами нужно провалить и сказать «и». Провалите. И здесь, на этом же месте, произносим «э».
ямочки. Когда челюсть опускается, то я говорю, замочек разомкнулся. Ну, это я придумала так и так говорю. Вот это вот рот. И с открытым ртом. упирается в альвеолы.
будет тоже лекция-урок на тему особенности академической манеры пения. Проведут Эльвира Дажуевна Дакулак и Нансурин Зоя Чемитоловна. Всем спасибо и до завтра. Темпа достигает полного объема в 1,5 октавы, обычно в 12-летнем возрасте. В целях сохранения, наверное, сейчас можно и послушать как раз вот мальчика певца итальянского, дающийся исключительным голосом диска. Аналогично детскому и женскому голосам, но преобладающую силу мужского голоса в практику вошло как раз в 16 веке кастрации мальчиков, и которая производилась в раннем детстве. Певцы-кастраты назывались еще сопранистами. Их искусство широко использовалось в XVI веке в католическом богослужении, а в XVII-XVIII веках они популярность свою получили на оперной сцене, которые как выдающиеся представители прекрасного пеликана. Для певцов-кастратов композиторы нередко писали одну мелодию, а певцы сами украшали ее по своему усмотрению трелями и пассажами. Трелями можно также ставить, я могу сама.
на роль на партии пастушков или пожар. Это было отражением общественных требований к опере. Она была услаждать, унося зрителя в заоблачный ангельский мир или просто развлекать. Но со временем серьезные социальные изменения в тогдашнем обществе создали условия для прихода в театр новых зрителей. А что новый зритель хотел? Услышать нормальных людей из жизни. Человеком из жизни как раз был фильм. Чтобы не так, как сейчас мы слышали пересказ, услаждать, а так, чтобы жизнь показывать своим голосом мужественность. Ну, конечно, сохранисты не сразу вступили. Где-то 20 лет они борьба между ними существовала долго. Если бы за теноров не вступили композиторы Чимароза, Моцарт, Лясса и Россия. Так, с окончанием 18 столетия начался и закат певцов каскадов. Время приходит настоящих мужественных голосов теноров. Поначалу теноровые партии исполняли теноровы в основном естественном звукорежиссере. Иногда на верхних звуках приходят фальцет. Ну, фальцет, так уже вы поняли. Ну, хорошо. Звучит. Им сложно было наверх. Не могу. Что, наверное, хорошо получится, если тенор хорошо поет это. Настоящая революция была доведена до логического звучания Вильгельма Теля Россини, когда партия Арнольда выступила обладатель мужественного тенора, имеющего на протяжении 2 октав, включая и фальцетный регистр, звонкий, мощный голос. То был знаменитый французский певец Жильбер Дюпре. Он значительно за счет диапазона усилит мощь и выразительность голоса. В верхнем за счет применения грудных прикрытых звуков. Ну, например, вроде бы это открыто, да? А как прикрыть? Прикрыто получается. Это открыто. А прикрытие вот уже за счет поднятия диапазона. Вот грудных прикрытых звуков на среднем и верхнем фальцетном участке, вот я только что показала, ставшие впоследствии нормой для профессиональных мужских голосов, как высокий и низкий. Подобно тенорам, баритоны и басы в процессе развития вокальной музыки были оценены как полноценные исполнители сольных партий лишь только в 19 веке. А в течение 17-18 веков борьба между сопрано женщинами и сопрано мужчинами шла с переменным успехом, пока наконец женские голоса не становились точно и навсегда. В связи с выходом на авансцену певцов нового типа
официальная певческая классификация определила мужские и женские голоса, соответственно, на высокие и средние певческие. Самым высоким мужским голосом считается тенор. Она подразделяется на основные разновидности: тенор альтинос, лирический тенор, лирико-драматический тенор, драматический тенор, характерный тенор. Более низкие голоса: баритон. Баритон значит темный. Баритон лирический, лирико-драматический, драматический. Бас – самый низкий мощный голос. Различает бас кантанте, бас буфа, бас октавист. Особенно, как правило, поют октависты, характер. Женские голоса также подразделяются на 3 типа. Сопрано – самый высокий женский голос. Также подразделяется на разные разновидности. Сопрано лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое сопрано. К низким женским голосам относятся меццо-сопрано и контральто. Меццо-сопрано характеризуется грудным, темным, теплым тембром. Контральто – самый низкий женский голос. В чистом виде встречается чрезвычайно редко. Контральто. Диапазон. Все люди с нормальным голосовым аппаратом и здоровым слухом говорят и могут петь бытовым голосом. Только, однако, лишь избранные обладают профессиональным звучащим певческим голосом, либо имеют все предпосылки, чтобы впоследствии обучение в процессе все это восполнить недостающие качества. Эталоном классического пения, как мы уже поняли, итальянская школа пения. Исходя из верного представления о необходимости процесса в пении согласованные работы гортани, дыхания и резонатора, этот метод выдвинул следующие основные принципы. Принципы организации звука. Ну, сейчас расскажу, как понять, что такое резонатор. Существует резонаторы. Головной резонатор, грудной резонатор. Под головным резонатором мы предлагаем понимать только полости, расположенные выше небного свода, в лицевой части головы, в области маски, где грудной резонатор, ощущение ясно выраженного в области грудной клетки. Вот, например, ну, как уже поняли про резонатор. И давайте следующие основные принципы, которые нужны в организации, узнаем в организации певческого звука. Это самое главное, наше нижнереберное диафрагматическое дыхание.
правильно брать, нижний реберный диафрагматическое дыхание. Во-вторых, свободно удерживаемое положение гортани. Во время пения все должно быть свободно. Нету никакого зажима, свободное положение, среднее положение. Твердая или мягкая атака звука. Это первое, что я спела. Это твердая атака. Мягкая атака. Двухрегистровое построение голоса, чтобы сглаживать, чтобы грудной регистр не выделялся также с высоким регистром. Чтобы потом такого не было. Оно должно быть звучать смешанно. Грудной регистр и головной. Даже присутствует тоже на верхней ноте тоже грудной регистр. Так, дальше. Сглаживание регистров при постепенном по мере повышения школы преобладания так называемого голосового резонирования при прикрытии звука. Опора звука на дыхании. Ну как от опоры уже, ну как бы это субъективное ощущение. Поэтому различными певцами ощущаются по-разному. Это своеобразные ощущения как бы столба воздуха, поддерживаемые снизу мышцами живота и упирающийся небный свод. А также, учитывая, что пение – это физиологический акт, что центральная нервная система играет в этом процессе первенствующую роль. Профессиональный певческий голос должен иметь диапазон не менее 2 октав и звучать относительно на всем протяжении диапазона. Это достигается с помощью развития смешанного звучания, микста, как я уже сказала. Микст от латинского миктус, смешанный регистр певческого голоса, образуемый через смешение грудного и головного регистра, благодаря чему исчезает резкая разница характера звучания. Я уже это показала. Чтобы не было так разницы. Микс бывает натуральным и выработанным в процессе обучения пения. Также певческий голос должен быть округленным за счет поднятия мягкого неба. Ну, как бы от начала зевка. Зевнули, мягкое небо поднимается. Иметь полетность тембра. Овладением выразительности дикции в органичном сочетании с вокальностью голоса. Чтобы не было такого. Я рада видеть вас. Чтобы не было такого. Как Маш. Я рада видеть вас. И чтобы такого не было, чтобы я рада видеть вас. Никто ничего не понял. Я рада видеть
певец должен, самое главное, иметь высокую музыкальную исполнительскую культуру. И, наконец, быть эмоциональным, то есть передача содержания произведения, чтобы не было просто формального пропевания. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимою летом стройная, зеленая была. Хоть елочку, все равно надо как-то выразительно петь, чтобы это музыкально все и доступно каждому. Хоть маленький ребенок, чтобы на тебя смотрел с удовольствием. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимою летом стройная, зеленая была. И, наконец, в этом смысле характерно высказывание выдающегося певца тенора нашего соотечественника Сергея Яковлевича Лемешева. Выйдет на сцену человек и думаешь, ах, какой чудный голос! Но вот он спел 2-3 романса и становится скучно. Почему? Да потому что нет в нем внутреннего света. Сам человек не интересен, не талантлив, а только Бог вложил ему голос. А бывает наоборот. Голос у артиста вроде бы посредственный, но вот он что-то такое произнес по-особому, по-своему, и что-то такое произнес, и романс любой вдруг засверкал, заискрился новыми интонациями. Такого певца слушаешь с удовольствием, потому что ему есть что сказать. Это главное. А в заключении могу сказать только одно, что у каждого человека свой индивидуальный инструмент. То есть, если у музыканта инструмент, у пианиста фортепиано, скрипка, часть скрипка, у флейтиста флейта, то у певца связки голосовые. И каждый педагог каждому студенту всегда подход индивидуальный. Каждый человек по-своему индивидуальный. И также все от природы данный человек голосом. Вот как уже вот Яковлевич уже говорил, что дан только Богом. Если человек этого, если не старается, к чему-то не стремится, и дальше как-то не скажу, во всем в общем не вбирает то, что дают педагоги, он уже бы ненадолго его хватит. И каждый педагог, педагогов свои методы. Тут такого одного такого метода нет. И как бы, я думаю, уже все поняли, для того, чтобы петь, надо не только ухо педагога. Тут должен самое главное от студента все зависеть. Если хочет человек дальше еще надолго петь, должен с самого начала себя подготовить к этому. Спасибо. Братская помощь русских музыкантов в 1943-1945 годах, отдавших много сил развитию музыкальной культуры, сыграла большую роль в деле музыкального воспитания.
Дирижер и композитор Миронович организовал оркестр в театре. Жена Наталья Палатьевна вела класс вокала. Учились у нее Кургуле Конгар и Каракыс Мунзук и другие актеры. Они в значительной мере способствовали формированию и развитию тувинского профессионального музыкального искусства. Долгий период не было грамотных педагогов. Для развития академического пения в Туве большую помощь оказали дирижер училища Гендельбель Ростислав Токурович и первый секретарь обкома КПСС Саджак Толка Калбакурекевич, пригласив из Абакана в 1961 году выпускницу Московской государственной консерватории имени Чайковского Балджаку Людмилу Ивановну. Вот она. А в 1963 году по приглашению Алексея Александровича Панова приехала из Кара, тоже выпускница Московской консерватории, Калинина Серафима Андреевна. Она имела лирико-драматическое сопрано, а у Людмилы Ивановны было лирико-колоратурное сопрано. Они выпустили много студентов, они посвятили большую часть своей жизни тувинской культуре и по праву являются яркими фигурами в истории развития академического пения нашей республики. 1992 года, продолжая творческую деятельность своих педагогов, мои ученики тоже участвовали. В 2002 году Сача Казяна участвовала в 6-м межрегиональном открытом конкурсе «Молодые голоса» и стала дипломанткой, набрав 8 баллов из 10. Закончив училище, она поступила в Новосибирскую государственную консерваторию. Теперь она учится в 4-м курсе среди хорошистов. В этом же году учащиеся дирижерско-хорового отделения тоже участвовали в первом международном фестивале-конкурсе «Москва Кызыл Транзит» «Роза ветров». Были награждены дипломами первой степени Тонгак Айвана, дипломом третьей степени был награжден Повалы Галдаржан. Они выпускники дирижерско-хорового отделения. А теперь вашему вниманию будет петь студентка 4-го курса Аюрова Таня. Ты
О,